Караңыздар, бүгін 29 ноябрь. Менің есебім бойынша 13 депо. День после овуляции. Овуляция болғаннан кейін, овуляция болған күнден 13 күн. Кеше жедебай клер блю деген тест қылғам. Ол слабый полоска көрсетті. Сейчас хочу посмотреть еще раз. Ну да, ну слабый, но есть там полоска. И второй полоска есть. Екінші полоска стопами. Кеше жете бастан кешінде келіп сағат 7-де клер блю қылғамын. Эме бүгін уже утро 29 сағат 7:30. Қазір менде дағы бір клер блю бар. Я про коробкасын, ну, давно покупала, уже не знаю. И коробкасы тағысын ойнап уже коробкасында жоқ қой жүрген. Қазір ушуну кылып көргүм келди. Бүгін вообще-то первый день ДЦ, ДЗ, день задержки. Бүгін вообще-то лишний кеш керек. Булчук, по сути. Ну, это то же самое, как клер блю, тоже плюс-минус. Давно я покупала просто. Но это старый намес, ношит уже почти год. Не знаю, зачем я покупала, не помню. Может, в туалет какой-то задержка была уже. Вот. Еще я хочу сделать. Мен откуда бринчи жолу надо тест кылганда, 9-й депода кылганымда, на 9-й депо, я случайно вот тест на овуляцию сделала. Не знаю, у меня лейчичектердин арасында вот тест на овуляцию аралашып кетиптир. Но вон там мне показывал вот слабый, и до сих пор есть слабую полоску. Может, слабая полоска кургузган, да? Оказывается, это был тест на овуляцию. Я сейчас просто тестерим харап туруп карасам, это Литве на ЛГ, тест на ЛГ кен. Бирок кийин уже ледичек кылганда уже вообще ничего не показывали. Ледичек до сих пор кечеде кылганда ледичек вообще ничего не показывает. Ледичек единственный показывал на 12-й депо показывала. Ну, там еще график инстаграма. Ну, сейчас сделаю на клер блю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, идет уже быстро так. Такой быстрый. Клер блю сделаю. Еще сделаю ледичек. Не знаю, мало ледичек вообще жакпады. Потому что он показывает еще, не знаю. Ну, мы посмотрим, может, сегодня покажет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Это тоже набирается уже. Посмотрим. И интернеттен окудум менде. Если беременность болсо дагы, вот тест на овуляции 100% көрсөтөт. Хочу это тоже проверить, потому что у меня еще 15 штук осталось на овуляцию. Не думала, что с первого раза получится. И я купила очень много. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көп сатылганда тайын тест на овуляции. Тест на овуляцияны көбүрөөк кармаш керек дешет. Не знаю. Ну, это тоже, если беременный болсоң дагы, хгчга дагы реакция кылып, полосканы көргөзөт дешет. Посмотрим. Менде вообще же тест на овуляции вот 10 күн эле уже 10-й день депода эле көргөзгөн слабый полосканы. Не знаю, тоже посмотрим. Ну, ледичек. Уже ледичекти алганыма был там. Сегодня тоже пойду куплю лучше клер блю. Вот это сразу покажет ей. В том числе, что, как сказать, точно покажет. Конечно, кымбатрак, но лучше точно узнать, точно ли это беременность. Ну, здесь показывает слабую. Сейчас посмотрим. Можно через 3 минуты. Хочу посмотреть. О! Здесь прям ярко. Ой, видите ли это? Ой, ярко. Зафиксируйся. Прям ярко. Уже 13-й день депо. Он очень чукунный уже.
овуляциядан кейін ана үшінші күні уже прям ярко показывает. Поэтому люблю вот такие тесты. Ой, 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 ой. Я очень люблю такие тесты. Тест на овуляцию не знаю, покажет или нет. Что-то пока думаю. А вот Леди Чек. Леди Чек, ты дала бар. Я беременна. Я беременна. Вот даже Леди Чек дала Корсетта, но очень слабый, очень слабый. Не знаю, может, ну, результат же через 5. Но есть прям. Не тень, это просто слабая полоска. Но это значит, что уже ты беременна. Блин, я так счастлива. Интересно. Прям это ярче, чем вчера ночью. Вот вчера ночью я просто так держу. За мои... Она Саша трошечки. Надо вот так делать, да? Вот это ли слабый. Ну, было, но слабый был. А сегодня уже прям как контрольная. Как я чувствовала прям. Я очень рада. Очень рада. Потому что не думала, что так... Ну, и у меня и проблем не было. Но и не думала, что так быстро получится. Тест на овуляцию дал рост беременности. А на самом деле не может быть такое. Тест на овуляцию, он 6 ноябрьда көрсөткөн, он 6 числода. Он 6 ноябрьда көрсөткөн. Вот яркую я 2 раза поймала вот этого. 2 раза поймала, он 6 январда көрсөткөн. И кейін көрсөтпөй калган. Я это тоже поймала. Но потом көрсөтпөй калып туруп, мы же знаем, что 1 раз бывает овуляция. Ну, 1 день. Но 46 саатка чейин овуляция будет. Адашпасам. Или 24 саатка чейин. Мне кажется, 24 саатка чейин болсо керек, потому что врачтарда ар түрдө айтат. Прям ярко. Блин, как круто. Я хочу. Ну просто дай им санагам, потому что кызым бар. Жанында сладко спит. Кызым бар. И уже 5 лет. 5ке чыкты. Мен буга чейин сактанып жүргөм. Барын эле неме деп сактым. Эле спираль салып сактанатам деп айткам. Бирок жок, потому что спираль мен салдырайында барганда мен эрозиям болгон. Эрозияң дарылап кел деген. Эрозиям дарылап келгенден кийин, при эрозиясы болгондо, возможно, беременность болбой калышы мүмкүн деген. И мен көп тааныштарым ошо спиралдан кийин төрөбөй калган, биринчисин төрөгөндөн кийин спираль салган. И экинчисин уже төрүшкө кыйналышып атат да. Но есть, которые тоже спираль салып деле боюнда болуп, спиралын алып, кийинкисин төрөп, кийин дагы спираль салып. И Маркин организми ар түрдүү. Ошон үчүн я не хотела рисковать. Я знала, что я второго буду рожать, поэтому салбадым. И просто вычитывание менен, да, бир башка видео снимать этем, вычитывание менен санап овуляция күнү жатпай, овуляцияны бир жума арасында болбой, если боло турган болсок, только презерватив менен сактанып. Муж тоже очень понимающий к этому относится. Он билет, что я медик, и я знаю свой организм. Но просто еще говорит ханмесин, потому что не все умеют считать. Бардага санап эсептей албайт вот овуляция күнүн, и еще надо кайсы күнү можно защищаться, кайсы күнү не защищаться, потому что боюнда болуп калышы мүмкүн. Потому что сперма ар түрдүү срокто жашайт, и болуп калышы. Менин случаемда дагы болгон. Это было в мае. Ну, получается, в апреле у меня овуляция. Не знаю, как это получилось, но я как часы свой организм уже изучать это санап туркошу член. Но получилось так получилось. В мае узнала, что я беременна, но у меня сразу было выкидыш.
я узнала после выкидыша, что я беременна. Потому что я день до этого выкидыша пошла удалить зуб, а зуб удалить баргам стоматолога. Ну, это тоже какое-то предчувствие было, что как будто все у меня спрашивали, ты беременна, ну, у вас нету беременности. Потому что обезболивающий сайган, да, беременная нельзя. Поэтому они как бы сурады. А потом меня отправили рентгенге жөнөткөндө. Рентгенге жөнөткөндө дагы меня опять спрашивали, что нету ли беременность. И в это же время я пошла уже сдавать на, как сказать, гражданство уже аракет баштагам. И там тоже на флюорографию өтүш керек болгон Сахаровадан. Я сначала тоже не знала. И флюорографиядан өткөм. Вот это все влияло на беременность. Ошол времяда мен и рентген кылгам, и флюорография кылгам, и обезболивающий алгам. Вот еще я там заболела, и таблетки принимала, антибиотики принимала. Вот из-за этого у меня был выкидыш. Но это очень было выкидыш вообще кыйын болгон, потому что у меня не останавливался вообще кровь. Я даже не знала, что это выкидыш. И у меня вообще вот здесь уже кровило вообще. Так много кровило. Билбеген үчүн дагы ошо кантип билбеген үчүн да жүргөм. Биринчи ошо кан келгенде өлгөдө ооруган. Мен ойлогом бул месячный, как-то вот мен ошентип заболела, вот из-за этого такие месячные у меня идут деп ойлоп жүрө бергем. 3 күн өттү. Обычно у меня на 3-й день уже заканчивается. На 4-й уже капельки там идут. Уже вот бүтүп кан келип баштап жүргөм. 4-күн, 5-күн, 6-күн уже токтобойт. 6-күнү бардым. Тоже там у меня и был полис, просто запись там за неделю надо записаться. И я пошла к гинекологу, кыргыздардын, Сходинский, да, кыргыздардын гинекологуна барсам, ал жерде, не знаю, все нормально, пейте таблетки, не знаю, ничего не вижу, деп УЗИге салып, эч нерсе деген эмес. Ну вы просто, не знаю, у вас просто там месячные идут деп ошентип койгон. Тоже уже гинеколог тут эсте албай атам ким экенин. Эсте алам эми атын жатка билген эмесмин, потому что көп жолу ишим түшкөн эмес. Кийин ага ишенбестен уже 6-й күн кровотек атканымда, нет, уже 7-й день уже получается, 7-й день, потом ушу жумуштар менен болуп ушинтип жүрүп 7-й день кровотек атканда бул жердин поликлиникасынын өзүнүн поликлиниканын врачная приемная келип айтты, мен, короче, мне срочно надо записаться, у меня кровотечение. Когда как раз суббота была, у меня суббота, воскресенье выходной был, и суббота была, уже обедтерден кийин барып айттым, короче, мен кровотек там дедим, мне срочно нужно врач десем. Врачи все ушли уже, после 2 часов, они до 2 часов работают, я как раз в час пошла с дочкой, там, после сутки там уснула, хотела сразу после сутки идти, после сутки уктап калып, и кыз турсам эле саат 12 болуп калыптыр, жүгүрүп барып туруп эле барсам уже саат 1, уже 1-де уже врачтар все отчет делают, там никого не принимают. И мен айттым, уже вот 8-й день или 9-й день, уже 8-9-й день у меня кровотечение идут. Десем, срочно вызывай скорый и иди на роддом. Это у тебя кровотечение, может, внематочная беременность. Как раз я тот день купила тест. Вот такие. Может, это от их уже накалган болушу да мүмкүн, потому что не помню, у меня откуда-то. И обычный тест купила, и вот этот тест купила. Может быть, менде беременность болуп калып, кровотечение болуп атат окшойм депчи, внематочный болуп калып деп ойлодум. И тоже, помню, в Ленчиче купила, там, не знаю, в Ашане или где-то купила. И его келип тест кылсам, у меня 2 полоски. Роза куруп кеттим дагы, куям чакырдым. Толкун чакырып, давай приезжай, у меня там кровотечение, у меня внематочная беременность, деп, у меня там паника была. И ол келди, мен сразу роддомго барып, өзүбүз эле кирип, мен өзүм эле кирип айттым, короче, у меня кровотечение, у меня и беременность был, у меня выкидыш десем. Алар сразу эле, когда был последний дейт, мне ошол күндө даже отмечать этпепмин приложениямда, кайсы күнү менде месячный келген. Мен считать эткеним боюнча уже 10-й день, 9-й день десем, сразу эле УЗИге көрүп, срочно эле көрүшүп эле ошол жерде дагы сразу мочаны алды. Вот так как назло, мен вот именно вообще туалетке баргым келбей ошол жерде жарым сааттан ашык отурдум. Кийин күйөөм барып 1 литр су сатып алып келип, анан ошону ичип, анан зорго туалетке барып кичине моча собирать этип ошону бергем. Алар дагы тест кылды, тест тоже там показывало 2 полоски.
У меня и беременность был, и, ну, оказывается, вот выкидыш был. И потом УЗИден көріп уже сказали, что нет, это не внематочный ДД, у тебя просто уже выкидыш ДД. Выкидыш, но тебе придется, ну, давай сегодня постараемся это сохранить ДД. И я чувствовала, что за это время, как вот, получается, если неделя болушу мүмкін, 2 недели болушу мүмкін, ошол күндөрү мен өтө көп андай стрессовый беременностьтарга кызык болбой турган нерселердин баарын кылыпмын да. И антибиотик ичип, и рентген, флюорография там баардыгын кылганым үчүн. Анан бир күн жаттым, капать этип. Жаттым, тебе надо лежать, деди больницада. Жаттым. Анан экинчи күнү дагы эле кан токтоду, но там с капельками шли. Не так обильно, но капельками каным келип атты да. Анан айттым, мне кажется, все, врач келип көргөндөн кийин УЗИге чык деди. УЗИге барсам, айтты, ну, уже отслойка, там, плацента, деди, это сохранить невозможно, деди. Уже много кровь теряли, деди, еще кан көп кеткен. Еще вначале барсам балким сактап калат, но и то не факт, деди, сен здоровый малыш төрөшүңө не факт, деди. Дедиле, ошол күнү просто, не знаю, ну, я бы не планировала, но просто, если куда берген болсо, ну, все же, все к лучшему, дедим, кыскасы, все к лучшему, значит, так и надо, дедим, так и надо, давайте тогда чистить, дедим. Ошол күнү, да, бир күн жаттым, эртеси күнү жаттым, они сказали, надо подготовиться, это чистка кылыш керек, баардык организмге даярдаш керек, деди. Ошол күндө жаттым, уже эртеси күнү уже операционный алып кирип чистка кылышты. Не знаю, ничего не помню, потому что мне наркоз берди, общий наркоз берди, мен эч нерсени билбейм. Уже көзүм ачканда уже палатада жаткам. Никакой боли, ничего, эч нерсе сезген эмесмин, боль соль да болгон эмес. Просто уже кийинки күнү, ну, сказали, после операции тоже надо антибиотики пройти, чтобы там ничего не получилось. Но из-за работы, из-за дочки мне пришлось поскорее вот выписаться. Тезирээк больницадан чыгып, пилкешиме туура келген. Вот, ошон үчүн организмди дайым караш керек. Ошондон кийин врач айткан 6 ай сактанууга деген. Эсептеп көрсөм 6 ай октябрда болгон, и октябрда 6 ай болгон, и мен как раз октябрда получила РВП. Мен биздин планыбыз боюнча РВП алганда эле төрөйм деп план кылганбыз өзү. И муж, и я. У нас был договор, что как получим РВП, и сразу будем планировать. И октябрьда РВП алдым, но так как в октябре, ну, я знала, что я была готова, но так как в октябре ветрянка болуп ооруп калдым. Это остатки всего этого, ветрянки. Ветрянка болуп ооруп калгандан кийин, вот овуляция күнү, вот именно ооруган күнүм, овуляция күнүмдө уже я знала, что мой организм уже борется с другим. Вот ветрянкой борется, и я таблетку выпиваю. Ушо не стала рисковать тоже, вот вдруг что-то нехорошее получится. Анан октябрда лучше буду пропускать дедим. РВПны алдым октябрда, ветрянканы болдум, и дочка заболела ветрянкой. Анан ошол эми вот ноябрда күтүп жүрдүм. Вот ноябрдын 16-сында овуляциям болгон. И в октябре тоже я делала овуляционные вот такие тесты. Я знала, какие дни мои овуляции, потому что приложение менен почти бир или бир күн алдын менин овуляциям болчу, и иногда вот овуляция күнү болду. Вот ошол. Ноябрда еще получился, вот октябрда, ноябрь менен октябрдын аралыгы 23 күн болду цикл арасы. Тез эле месячныйым келип калды. Может, это знак, дедим, чтоб тезирээк боюнда болсун деп, мен ошентсе керек депчи. Ну, вообще, мен даже планымда, я дочку рожала в сентябре, я эту месяц считаю вот как волшебный. Поэтому я хотела, вот если у нас будет мальчик, родить в августе. Потому что в августе и лев, и... Ну, вообще хотела. Вот так. Аракет кылгыла, сөзсүз болот. Вот менин историямда дагы. Вот тест на овуляцию тоже 2 полоски показывает. И леди чек. Ну, там слабый. Мне кажется, вот такие тесты не надо покупать вообще. Вот это такое люблю. Уже вот 2 полоска явно видно. Все. Мне сейчас кызымды ойготуп садикке жиберишим керек, ошол башым керек.
Сегодня тоже покуплю вот такой клярблю по неделикам, которые считают. Неделя сын көрсетіп тұрған тестерді аламын дағы и буду считать, точно ли покажет или нет. Потому что ойлет законын білем, хотя за счастье болғанын білем. Ну, посмотрим. Всем пока.